Яркие эффектные муралы станут центром притяжения столицы в самое ближайшее время. Муралы – это такая монументальная живопись на габаритных зданиях, довольно популярное явление во всем мире. Ими украшают даже небоскребы. В Сухуми украшать художественными полотнами фасады домов будут художники Фонда поддержки и развития современного искусства «Новые формы». В их руках стены городских зданий превратятся в холсты художника. Каждый квадратный метр требует особого подхода к подготовке поверхности, выбору материалов и техники нанесения. Специалисты оценили техническое состояние фасадов, определили наиболее подходящие объекты для реализации проекта. Мы здесь при поддержке фонда президентских грантов проводим первый наш международный заграничный фестиваль. В России мы проводили уже много фестивалей, но это такой заграничный наш первый, и поэтому для нас важно, что мы здесь первые, что здесь еще пустые стены, и зритель будет более, возможно, лоялен или не, посмотрим на их реакцию. Но для нас это, конечно же, опыт, и для нас самое главное привести искусство, просвещение и развитие. Тематика рисунков будет разнообразной и при этом отвечающей местному колориту и традициям, добавил художник. Эскизы утвердят с учетом мнения жителей домов. По словам Филиппа Дульмаченко, будет также заключен договор с Сухумским худучилищем, студенты которого помогут в реализации проекта. У нас предполагается 10 поверхностей, 10 фасадов, соответственно, 10 художников. У нас будет не только художники, но и ассистенты. Плюс у нас сейчас подписывается соглашение с местным художественным вузом, где будет нам предоставлены 10 тоже художников. У нас тоже цель научить местных художников работать с большими полотнами. В первую очередь они будут выступать как помощники, да, вот. Просто посмотреть стилистику, потому что каждый художник начинал с подмастерья, помощников, чтобы специфику уловить. Понимать, какие используются материалы, какая техника, как с этим работать. Там же страховочное оборудование. Это все надо тоже уметь знать, чтобы работать на высоте. Не любой фасад здания может подойти для нанесения муралов. В первую очередь это должны быть глухие фасады, чтобы полотно для художника было большое и поменьше окон. В преимуществе высокие объекты. Чем масштабнее, тем лучше, говорит Филипп Дульмаченко. Фасад подготавливается, и также на вот этих люльках художники будут работать. Краски используются у нас профессиональные, фасадные, которые не выгорают на солнце, и воздействие каких-то там осадков ничего не потечет. Если используем аэрозольную краску, это, конечно, иностранная краска, или испанская, или немецкая. Мы будем ее привозить из России, а в Россию там тоже долгий путь у нее. В среднем для создания одного рисунка на стене 10-этажного дома двое художников работают около 2 недель. Начать планируется после согласования эскизов. Встречались с мэрией, со всеми местными органами. Но у нас очень важно, это чтобы жители утвердили эскизы, потому что без их согласия мы не можем приступить, потому что им жить и смотреть каждый день на этот рисунок, поэтому очень важно, чтобы жители нас поддержали. Также мы сейчас подготавливаем первую электричку, которая будет курсировать из Адлера в Сухум, или она куда дальше будет идти. Вот, тоже разрабатываются эскизы, она будет оформлена в стиле 4 вагона. Такое искусство уже давно в тренде во всем мире, ведь оно делает города не похожими на все остальные. К примеру, планируется украсить фасад здания многоэтажного дома по улице Когоне, 62, одной из картин абхазского художника Ливарсы Бутпа. Ко мне обратились российские художники с просьбой помочь погрузиться в культуру нашей страны, в частности нашего города. На самом деле они сразу попали в точку, потому что сами предложили картину Ливарса Бутпа поместить на фасад Ингулгесского дома. Это центр нашего города. И, по-моему, это прямое попадание, потому что все-таки Ливарс является символом все-таки уже для Абхазии. Один из муралов появится на здании Сухумской школы номер 4 и детского сада Адзых. В управлении образования администрации Сухума обсудили эскизы. Шазина Ханагу, Инал Гвинджи, Абхазское телевидение.